Накануне в столицу республики прибыла делегация из Ямало-Ненецкого автономного округа. Возглавил рабочую группу первый заместитель губернатора региона Алексей Ситников. О цели визита и о том, какую пользу он несет для двух регионов, расскажет Павел Танин. Самолет с гостями из Ямала прибыл в Якутск накануне вечером. В делегацию вошли заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников, первые лица региона, директора муниципальных и частных предприятий. Цель визита проста – перенять республиканский опыт в различных сферах. Сельское хозяйство в арктической зоне. Нам очень интересно коневодство ваше. Мы хотим опыт перенять. Строительство в арктической зоне. Ямальский регион является одним из ведущих в мире по оленеводству. Поэтому неудивительно, что гостей заинтересовали предприятия республики, которые занимаются переработкой сырья, полученного от этого животного. В частности, они посетили Сахабулт и Таба. Особенно гостям понравилась работа компании Таба. У вас очень хорошо ребята отработали. И сегодня есть фактические результаты уже по биодобавкам, по косметике с использованием оленя крови, шкур, всего что. То есть практически 100% переработка. Гости также встретились с председателем правительства республики Галиной Данчиковой. После обеда состоялось рабочее совещание, где речь шла о сотрудничестве двух регионов. Обсудили вопросы развития аграрного комплекса, внедрения инновационных решений в области сельского хозяйства и экологии. В частности, гости презентовали проект по очистке острова Белый, который зарекомендовал себя на Ямале. Будет ли применяться подобный опыт в республике, пока неизвестно. В то же время не исключено, что поголовье якутских оленей в скором времени разбавят ямальской породой. Сами понимаете, да, какая логистика, какие переходы это будет, какое расстояние между нашими регионами и так далее. Конечно, трудности будут, но мы постараемся все эти вопросы проработать для того, чтобы и на территории Республики Саха-Якутия появились ямальские олени. Перевозка ямальских оленей в республику – это только перспектива. Другое дело – начать разводить породу якутской лошади на Ямале. Завтра делегация посетит конезавод в Хангаласском Улусе. Там решат, сколько голов лошадей отправится в регион. Программа продовольственной безопасности – это не миф, это реальный факт. И сегодня такие районы, как Шурышкерский район, да, и Красноселькупский, ввиду таежной и гористой местности, да, они не могут, в общем, там нет оленей, олени там не выпасаются. Мы рассчитываем, что лошади, якутская лошадь, она, в общем-то, неприхотливая, выносливая, стойкая такая порода. В четверг гости отправятся в Мирнинский район. В поселке Чернышевский они посетят единственный в республике рыбный завод. После в Мирном состоится подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве двух регионов. Павел Танин, Василий Соловьев, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.